Радио «Спутник Кыргызстан» представляет цикл программ «Мастерская своего дела». Дмитрий Чуприна ведет честный диалог с предпринимателями Кыргызстана о том, как правильно открыть и успешно развить свой бизнес. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рад вас приветствовать на очередной мастерской своего дела. Зимний сезон наших мастерских начался. Мы радуемся, что вот все идет. Мастерская своего дела «Женщины в бизнесе». Сегодня у нас в гостях Жылдыз Мамытова, основатель коммуникационного агентства, тренер, коуч и эксперт по интегрированным коммуникациям. Здравствуйте, Жылдыз. Здравствуйте, Дмитрий. Мне очень радостно вас видеть уже второй раз на передаче. Не на этой, мы на другой передаче с вами сталкивались. И в двух словах, как вот идет становление вас как предпринимателя, как человека, у которого бизнес был, что сейчас с вами, на каком вы этапе? Знаете, современное время, наверное, цифровые технологии, и вообще веяние, всех тенденций, оно приводит к тому, что люди становятся универсальными, то есть мультиспециалистами. И свой профессиональный путь я начинала как педагог, мое первое образование. Далее я стала журналистом, потом уже пошла работа именно в пиар, маркетинг, реклама, продажи и так далее. Коммуникации, да. Потом я стала партнерами везде, и параллельно с этим я пришла к тому, что мне тесно быть наемником. И я пришла к тому, что надо дать себе возможность выйти из зоны комфорта. На самом деле это нелегко, потому что это вызов к себе. И в то же время ты понимаешь, что нужно что-то пробовать. Нужно делать себе вызовы, иначе ты будешь деградировать. То есть без драйва, без некого этого внутреннего кайфа тяжело развиваться постоянно. Ты доходишь до определенной точки невозврата, то есть профессионально ты набираешь максимум и уже думаешь, а куда дальше? Что дальше? И я основала коммуникационное агентство уже 3 года назад. Это был и консалтинг для бизнеса, это и партнерские проекты, это и международный шоу-бизнес мы обслуживали. Все очень много, начиная от мелкого бизнеса. Когда я начинала, знаете, у нас где-то в месяц было в среднем 15-20 компаний. И мне казалось, это хорошо. Но я просто села на шпагат. Это очень тяжело. Дело не в количестве. Всех денег не заработаешь. И в то же время ты понимаешь, что уже нужно переходить на процесс ресурсоемкости, ресурсности, потому что хочется работать качественно. Не на количество, а на качество. Потому что ты распыляешься, и ты не получаешь удовольствия. Самое главное в бизнесе, в котором я занимаюсь, коммуникационном, это удовольствие. Да что вы говорите? А мне кажется, что в любом бизнесе главное удовольствие. Например, в моем бизнесе, если я перестаю получать удовольствие от взаимоотношений с клиентами, например, у меня там за 20 лет в организационной терапии просто накопилась усталость, накопилось это профессиональное выгорание, все умею, все могу, все знаю, ничего не охота. Это страшно. Это недуг, потому что если вы... Идите лечитесь, Дмитрий. Есть тоже современное видение, я забыла, как это называется, то есть выгорание на работе признали заболеванием. И на самом деле это психологическое заболевание, это заболевание личности, потому что оно пришло к тупику. А куда дальше? Про это мы как раз с вами и говорим. Смотрите, вы начали интересную тему затрагивать, что предпринимательство — это некий постоянный выход из зоны комфорта, это постоянный вызов, это постоянно ты заходишь на какие-то новые горизонты. Но где же предел? Ты же реально так раскорячишься, что потом собраться будет сложно. Абсолютно верно. А как эту гармонию найти, этот баланс в себе постоянно держать? Потому что многие слушают нас очень часто и действующие предприниматели, которые только-только подходят к этому, И сейчас мы, знаете, затронули как в айсберге, верхушка-то торчит у айсберга, она-то маленькая, 5%, этот успех, понты, те передачи. А айсберг-то огромный, а что там за кулисами-то? Там труд, там тяжкие 9 восьмых частей. Да. Возвращаясь к тому опыту, я почему к этому пришла? После того, как я начала распыляться, я пришла к тому, что надо выбирать.
Так как прежний опыт, да, это твое чутье. То есть к любому бизнесу, к стартапу относишься как исследование рынка, конкурентов, своих возможностей, плюсов, Тестирование минусов. ниши, Свои да. скиллы, в чем твое преимущество. Я пришла к тому, что невозможно на нашем маленьком рынке конкурировать. Да, это вот из категории, да, вот дежурных экспертов, да, вот приходите ко мне, я там вас прокачаю, и жизнь у вас наладится. Нет, это не моя фишка. Не так, Я да. выбрала сарафанное радио. Ага. Удовлетворенность клиента, его личная рекомендация, и ты знаешь, что это гарантированно. Человек, который тебе доверяет уже априори, тебе с ним работать не просто комфортно, а тоже ты его воспринимаешь как партнера, да, ты ему помогаешь, то есть обучаясь, то есть обучая, обучаемся, да, то есть это же вечный вызов, то есть как бы энергообмен, синергия. Я стала выбирать клиентов, потому что не хочется распыляться, то, о чем вы говорите. С этими хочу работать, с этими не Да, хочу. да, потому что если приводить мой опыт, мы несколько таких, знаете, больших концертных проектов провели, многомиллионных, да, и буквально 2-3 человека, беспрецедентных, можно сказать, на рынке, и очень ресурсо- и энергозатратно, долго восстанавливаешься. Конечно, можно пригласить на них наемных работников, мы в последующем это и сделали, но основную работа была уже выполнена. То есть в то же время, когда ты берешься за большие проекты, ты понимаешь, что лучше тебя никто не может сделать. Тут вопрос возникает делегирования. И на нашем рынке, так как я последние 2-3 проекта мои были это в области человеческих ресурсов, наверное, стратегического развития, ты понимаешь, что не просто нанять человека, нужно еще путем комплекса инструментов понять, насколько он соответствует занимаемой должности, и рассчитать риски. И это на самом деле не смешно. Сейчас нас какой-нибудь маленький предприниматель слушает, господи, какие риски я должен рассчитывать, а как это делать? Я не к тому, что вы что-то неправильно говорите. Иногда вот я в шляпе консультанта там прихожу домой или там куда-то к друзьям пить пиво, да, ну, в кавычках. Они говорят, слушай, консультанта выключи. Говори так, чтобы мы тебя поняли, да? Потому что даже слово делегирование многим может быть непонятно. О чем это мы? Да что значит делегирование? Да, человек там бросился гуглить срочно, да? Или там риски просчитывать при найме человека. Да, господи, да мы... Что такое HR? Да, это непонятно. Вот. Да, и вы правы. Если вернемся к тому маленькому предпринимателю, я сама рекомендую многим женщинам-стартаперам, да, которых я веду как ментор, не распыляться на штат. Вот это мы сейчас вернемся, здесь такая тонкая грань именно с этим связана с расширением. Да. Делегирование – это передача полномочий, чтобы разгрузить себя. Кому-то, да. И что касается именно стартапов, я не рекомендую на вот запуске набирать большой штат. Рассчитывать на себя. То есть, например, когда я стала уже работать на себя, если у меня раньше был штат из 20 человек, мне приходилось это делать самой или с одним человеком. И в этом есть и минусы, и плюсы. Во-первых, ты привык быть руководителем, контролировать процесс. Другое дело, ты уже не управленец, а исполнитель. То есть именно твоя работа операционная становится, да, то есть на первом уровне. И пройдя все эти, да, и операционное, и тактическое, и стратегическое управление, ты понимаешь, что ты становишься универсалом, и кроме себя некому доверять, кроме себя некому тебя перепроверять. То есть это же постоянная дисциплина. Согласен. А дисциплина в бизнесе, дисциплина и труд, это 90% успеха. Конечно. Это вот как раз та скрытая часть айсберга, да, которая скрывается за всем. И я прекрасно вас понимаю, что вот делегирование, процесс, он непростой очень. Он чрезвычайно сложный, потому что, да, согласен, стартаперу нужно ручками самому все поделать. Иначе сложно делегировать, если ты не знаешь процесс. Да, будет пробел. Да, если будет пробел, это качество. Конечно, да? Будет пустое. Человек услуг будет делать продукции. так, как он хочет, а не так, как надо тебе, чтобы это клиенту было, ну, вот по всем параметрам хорошо. И я тоже рекомендую, делайте ручками сами сначала. Да. После этого уже хотя бы немножко процедурно опишите процессик, а уже потом делегируйте. И ставьте простенькие такие ценные конечные продуктики на вот этом процессе, да, ну, можно его назвать бизнес-процесс, на процедуре работ, скажем так. Вот. И там не надо ничего сверхъестественного делать, потому что любой бизнес, он состоит из определенных процессов, которые функционально друг с другом взаимосвязаны, и, по сути,
разбить бизнес на части и нанять нужных людей на эти части не так уж сложно, если элементарнейшая какая-то моделька компетенций есть или должностные обязанности, которые под определенных людей потом затачиваются. Хорошую тему затронул. Здесь, Спасибо. знаете, будучи консультантом, вот среднего бизнеса, где-то мелкого, я пришла к тому, что не всегда нанятый наемник, он пишет процедуры, регламенты, там всевозможные, внутренние документы для улучшения качества, ведения процессов. Но бывает такое, что в организациях несколько собственников, и они лучше знают, как им двигаться. И здесь, не часто, но бывает не сколько конфликта интересов, сколько непонимание. То есть человек, если он привык вокруг на себя рассчитывать, и у него собственное понимание, видение бизнеса. И когда он нанимает консультанта, и работа идет в том направлении обговоренном, стратегическом, но есть определенные инструменты, которые он не знает. То есть всегда приходится работать, в первую очередь с собственником. Это с его головой. Да, то есть консалтинг идет именно с собственника, потому что мы имеем дело с философией бизнеса. То есть любое стратегическое развитие, тактическое в том числе, невозможно без его генерального видения. То есть зачастую я сталкиваюсь с тем, что наши бизнесмены, кто-то стартует на год, 3-5 лет. С ними сложно работать, потому что это краткосрочное развитие, и говорить о каких-то там больших дивидендах в будущем сложно, потому что именно под большие проекты создаются несколько мини-подразделений, мини-целей, и ты двигаешься в них, таких больших кругах или таких вот. И измерять себя по итогам года, 3, это очень мало. Если это небольшой бизнес, зачастую многие стартаперы, вы знаете, они выстреливают для того, чтобы обратить на себя внимание, найти себе партнеров, может быть, в последующем дифференцироваться. Поэтому на любом этапе, вы знаете, интересно. Интересно, потому что ты видишь развитие бизнеса в целом. Не зря говорят, каков ты, речь идет о бизнесмене, таков и твой бизнес. То есть здесь невозможно обмануть себя, потому что то, о чем вы говорили ранее, выход из зоны комфорта, он позволяет, опять же, себя оценить. Согласен с вами абсолютно. И вы абсолютно правы. Каков поп, таков приход. Да. Какой главный бизнесмен, то есть предприниматель, какова его структура головы, какое у него психическое поле внутри, ровно такой бизнес он вокруг себя и выстраивает. Да. Ровно таких же людей практически он и притягивает, которые ему особенно первое время. Вы говорите стартапер, это такой термин нашим радиослушателям объясню, это тот, кто стартует бизнес, это тот, кто запускает какое-то свое дело. Я вообще не люблю термин бизнес. Свое дело. Ты запускаешь свое дело. Вам, как женщине, скажите, комфортно в своем деле? Можете вы совмещать личную жизнь? Получается ли и свое дело? Насколько Потому что многие женщины, а как же дети? А как же муж? А как же родственники? Что скажут обо мне? Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Немножко об этом. Действительно, каждая женщина, начав свое дело, мне тоже нравится слово предпринимательство, предпринимает что-то в своей жизни. И она сталкивается с определенными проблемами. Это в первую очередь семья. Поддержка супруга, она очень важна, как морально-психологическая, возможно, где-то материально-финансовая, то есть, в зависимости от самой ситуации. И дети – немаловажный аспект, потому что я считаю, что качество общения с детьми, оно важнее количества. Что касается именно запуска собственного бизнеса, здесь ты не просто выходишь из зоны комфорта, просчитываешь риски, насколько мой бизнес будет устойчив, либо я не смогу, либо мне нужно что-то изменить. И это такая вечная внутренняя работа над собой, в том числе, конечно, экспертная подушка безопасности. Читаешь, встречаешься, общаешься с себе подобными. И я не вылазю с разных вебинаров. Они есть платные, 10 евро заплатишь, платные. Их так много, и здесь очень важно не отставать от трендов. Сейчас это очень дорого, быть не в тренде. Поэтому мой взор больше направлен, наверное, уже на действующих практиках. Где-то обсуждаешь уже кейсы. Это мне гораздо интересно. Наш рынок очень маленький. Мы все друг про друга все знаем. На уровне не 6 рукопожатий, а 1.
А что там вот тот, да? Ты можешь задать вопрос какому-то, а у него то-то, то-то. А почему? Ну понятно, значит. То есть это некий замер и своих возможностей, и в то же время ты держишь руку на пульсе, и вот даже за него можешь, а почему у него не получилось? Если тебе интересно, ты можешь позвонить, давай чай попьем. Согласен Да. с вами. Рынок реально очень маленький. Вот мы, например, с друзьями недавно общались, и вот, например, рынок тренингов консалтинга, ну, раз вы из этой сферы, Кыргызстана это $1,5 миллиона плюс-минус. Ну, а вот в Казахстане это уже 100-150 миллионов долларов. В России миллиард. Ну, вот, и поэтому мы, например, играем на 3 страны. То есть зачем вот это... Ну, рынок реально очень маленький, да, он такой... Но мне, например, очень интересно делать здесь проекты. Почему? Потому что они тестовые. Вот Кыргызстан вообще очень такая антихрупкая страна. Здесь перманентный кризис, ну, термин Насима Талиба, антихрупкость, да, и он дает возможность вот эти умные ручки рынка, что бы ни случилось, вот в мировом масштабе Кыргызстан выживет. Конечно. А Казахстан, он может упасть. И упасть так, что мало не покажется экономике в том числе. Ну, и Россия также может упасть. И поэтому мне тут интересно именно с бизнесменами отсюда и с предпринимательницами отсюда разговаривать, потому что это дает возможность Кыргызстану, ну вот, чем больше девушек будет делать какое-то свое дело, да блин, микро, мини, да, это уже налоги, это уже помощь Кыргызстану как стране, в которой мне, например, интересно жить. Да? Время от времени. У нас есть, более того, преимущество. У нас есть понятие феномена кыргызского маркетинга. Может быть, в нем и сила. Это такое, знаете, ментальная особенность нашего народа, и мы четко держим руку на пульсе, да. И вот то, о чем вы сказали, те процессы, которые, и они и политические, и экономические, то есть у нас очень быстро развиваются процессы, очень, да, прям, какой-то воронки, да. Маленькая страна. И вот это вот сжатие временной воронки, оно тебя заставляет работать на опережение. Вот это и круто. Что касается женщин, в этом году у меня было 3 менти. Менти — это подопечные, да, я как ментор. У них тоже был бизнес. И вот то есть вы занимаетесь теми, кто открывает бизнес, вы их сопровождаете. Да. Слушайте, вот прям вот здорово. Вы как раз тот человек, который нужен на нашей программе. У нас осталось 3 минутки. И прям вот вы, когда берете вот этого подопечного, что вы с ним делаете? Как вот этот процесс происходит, вот стартапа, может быть, или еще как-то вы это называете? Да, кто-то на запуске бизнеса, кто-то стоит уже на изменении, дифференциации, немного увеличения, да, бюджета, пакета оборотных средств. И на каждом этапе я так поняла, что молодым, в основном это молодые, ну, лет до 30, до 35. Ну, хотя в прошлом году у меня были 58-летние девушки, но с ними тоже было круто. И они первым делом, опять же таки, вызов, внутренний страх, зона комфорта, блоки. Что с этим делать? Потому что это идет психологическая борьба, это же схватка внутренняя. То есть продажа – это схватка. То есть то, что ты двигаешь на новую ступень, это тоже схватка с собой. И тут уже я подключаюсь как коуч, да, как женский коуч. Отлично. Мы начинаем разбирать, в чем заключается страх. Мы разбираем, вот я всегда на первом этапе делаю 3 встречи, да, если я понимаю, что этот человек мне интересен, и я ему много дам, и он меня обогатит опытом, я подключаюсь. Если я понимаю, что это пустая трата времени, мы просто мирно кофе попьем и разойдемся. Да? То есть это тот самый закон сохранения энергии физической и энергетической. И поэтому на стартапе мы всегда пытаемся понять, что за страхи их преследуют. Это очень много страхов. В первую очередь это своя некомпетентность, то есть это же вызов. Второе – это семья, это муж, это свекровь и прочее. Ну, да, то есть дети. страхов может быть очень масса, верно? Да. Давайте мы не будем в них углубляться, потому что у нас минутка осталась. Вот что бы вы порекомендовали девочкам, женщинам, которые хотят ну, как-то реализоваться в своем каком-то деле, вот с Каракола, Челпанаты, с Нарына, которые вот сейчас сидят, нас слушают, а с чего начать-то? Может быть, в Гугле найти Жылдыз Мамытову и попроситься к ней в подкоучерные, да, или как-то там в подшефные, или вот с чего начать? Вот таких 3 совета от человека, который уже провел бизнес вот таких микропредпринимателей по какой-то цепочке. Вот с чего начать? В первую очередь, это честно поговорить с собой.
нужен Со ли своей головы все-таки. нужен ли ей этот бизнес. Это очень Спасибо. важно. Второе, если она говорит, да, что-то ей хочется, что-то там защелкнулось, то она честно себе признается, а что у меня хорошо получается. Да? А может, что-то организовывает, может, она замечательно вышивает, аккурат, может, она прекрасно готовит в Харакуле, Вяжет. вяжет. То есть, или она может организовывать работу Или женщин. Танцевать, например. Все например. что угодно. Все что угодно. Если она находит во внутреннем своем пространстве свою сильную точку, да, она может ее использовать во благо зарабатывания денег. Потому что именно хобби, последние, да, все последние тенденции говорят о том, что именно любимое дело, в котором ты получаешь, реализовываешься и получаешь удовольствие, или растешь, оно и приносит основной доход. И вы занимаетесь таким делом. Мне очень нравится наблюдать за тем, как люди развиваются и растут. Спасибо. Я тоже занимаюсь таким делом. На этом замечательной совершенно ноте мы заканчиваем передачу. Вы были, уважаемые радиослушатели, на мастерской своего дела «Женщины в бизнесе». У нас в гостях была Жалдыс Мамытова, основатель коммуникационного агентства, эксперт, коуч, тренер, ментор, много-много разных таких классных штук. Можно говорить о нашем сегодняшнем посетителе. Спасибо вам, что вы уделили время, потому Вам что спасибо. те, кто нас слушали, да, они сделали какие-то выводы. И если они маленький свой микробизнес начнут завтра, да, может быть, через год, благодаря нашим с вами стараниям, это будет для нашего Кыргызстана самое главное. Спасибо огромное. Спасибо вам. Удачи всем. Спасибо. До свидания. До свидания. Бизнес-секреты от лучших представителей делового Кыргызстана. По вторникам и четвергам слушайте на радио «Спутник Кыргызстан» программу «Мастерская своего дела».